Беда у нас была, она есть. Мы по сей день помним. А Озат Кашмыш, да? Туда я поехал, сейчас наводим там порядок. 30-летие будет. Дарик Оздавейс. Но сегодня мы должны нести тепло, улучшить отношения с соседями. Ну, фашисты 27 лет, 27 миллионов уложили. Сегодня опять фашисты царь. Но я говорю к тому, что мы должны сегодня взаимодействовать. Почему? Я скажу вам. Возьмем Осетию. Мы же люди, Реалатиш Нахмариевой. Вожбарыш дал Хакаламби. Ведь Керест Вале, Молох Вале. В школе я был на второй день там. Я дышать там не мог тоже. Я не мог там дышать, видя вот этих, что они сделали с этими детьми, что с этими женщинами. Да, мы тоже можем сказать. Да, мы знаем. Но я, как человек, вам говорю. Горе это у них. Горе. В Чечне. Там просто горе, горе, горе. Сколько там погибло. Сколько там пропало. Сколько там всего творилось. Горе в Чечне. Горе. Нашелся же один. Сказал, как это Болпсона? Кадыров, Ахмад Хаджи, да? А жил он сказал, неправильно это. Так не должно быть. Вы нам новые течения, вы нам тут рассказываете, а полностью наши обычаи и традиции вообще за людей нас не считаете. Он восстал. Они жестоко его убили. Взорвать, дериться. Кадырова-то взорвали. А он что хотел? Он просто говорит, слушайте, давайте прекратите убивать. Поэтому горе там, горе. А кто-нибудь из вас задумал, сколько там погибло солдат, офицеров, мирных жителей? Кто-нибудь задумывался? Мы же своих только помним. Мазылбенчич, русские, армяне, евреи, там много чего было. И у нас было же. Кто-нибудь, это горе у них. Ну, нашелся сын, дал яту Бохумс, тяжелее всех ему, Рамзану Ахмадовичу. Я вам честно говорю, полностью снесена республика, поэтому беда у нас, беда в Осетии, беда, ну так получилось. А как отнестись к Буденновску, Норд-Орцу в Москве, Волгодонску? Беда-то была. Они готовы были, чтобы мы друг друга убивали до конца. Остановили. И сегодня я вам перед этим, почему я изначально вам сказал, экономику, социальные объекты, то, что делает государство сегодня. Но оно нам говорит, не приватизируйте беду. Подчеркиваю, нельзя приватизировать беду. Мне больно, многим больно. В Ингушетии. В Осетии тоже больно. И в Чечне больно. Но приватизировать беду нельзя. Нельзя говорить, что надо просто-напросто. Этим будешь. Найти соприкосновение точки и отношения налаживать. И с нашими соседями. Сказал, давай, хадидиес, дерхадиес, фудидиес. Хумылов, фудят, болтнул проблемы. Зачем? Дождь, хуан жоплу дождь алищаться. Сухатич. Мужчина не должен ни одно слово, вот что у него вышло, если он за это не отвечает. Меня жизнь так учили. Я вырос так. И жизнь живу так. И вот меня не вырвите слово, которое я ответ не дам. Поэтому сегодня я еще призываю к тому, чтобы мы сегодня нашли пути решения. Мы с представителями парламента говорили, создали группу там,
что поехать надо и к осетинам, поехать надо к чеченцам, поехать надо парламентско-правительственное, сесть и сказать, как нам наладить жизнь. Сегодня, когда весь мир горит, сегодня злобу нельзя в поколение наше вкладывать. Понимаете? Мы заразили детей уже. Вот этой негодование, вот какой-то в ненависть какую-то внесли. В души их, в разум. А вот соседи вот такие или такие. Давайте хоть внуков спасем. А жил? Давайте спасем. У каждого здесь боль есть. Она никогда не забудется. И когда мы идем Азат Кашмаш-Дале, жертвам репрессий Дале, мы все помним. Но мы не можем так обострять эту ситуацию в этой ситуации. Если кто-то думает, что он там поговорил, и это просто так пройдет, не пройдет. Не пройдет. Я считал и считаю, что сегодня и парламент, и депутаты, каждый житель, как хотите говорить, надо налаживать отношения с соседями. И с осетинами, и с чеченцами, и дагестанцами, и дальше хоть куда. Почему? Мы одно государство, Россия. Граница у нас государственная граница Российской Федерации. Вот это да. Все. Я хочу, чтобы меня понимали в этой ситуации.